оны жасамасқа неге жасамасқа? Соны жасамасқа неге жасамасқа? Соны жасау керек. Сәлем достар, осы біз жасау керек деп көп нәрсені айтамыз, бірақ соны жасамаймыз, соны неге жасамасқа деп бүгін жасайық деп шештік. Бүгін міне достарымыз жиналып отыр. Біздің великий ужасный Ләздабаевна, қош келдіңіз. Мамандығы юрист болғанда да, ол заңгер болғанда да сұмдық, керемет, білікті маман. Және де Ерлан. По диплому юрист. Вот. Бізде екі юрист және бір экономист жиналып аламыз да. Бірінші қазір ана видеоны көріп алайық. Кешеден бері шығып гүл алатын романтик участковыйдың. Міне жаңа видеода Ләздабаевна, ана жігіт қарасаңыз келетті, ана баланың кәдімгідей тартып алып кетеді. Я? С грубой силой. Ана үлкен мужиктар бесплатно цветы забирает. Потом артынан кешірім сұраған видео шығады. Ол кешірім сұраған видеода мүлдем басқа адам шығады. Соң оның суретіне қарап отырса, ол Шымкентте участковый болып істейтін адам болып шығады. Сөйтсе, енді бізде, как обычно, бізде солай. Участковый оның алдында 5 күн бұрын жұмыстан шығып кеткен екен, гүл алатын кездің алдында. Бұл нені білдіреді? Бұл және тағы бір видео керек. Осының алдында Түркістанда кафеде де тура солай ақшасын төлемей кеткен екен. Екі видеоны қарасаңыз, екеуі де бір адам. Ол кезде жаңа участковый болып жұмыс істеп жүрді. Сонда бізде қазіргі полицияның жағдайы қандай? Әлде ойбай қазір полиция крышевать етеді екен, сөйтеді екен, бүйтеді екен деген сөздердің домыслдары рас болып шыққаны ма? Қалай ойлайсыз? Конкретно по этим двум видео, это же один конкретный человек. То есть, говорят же, ложка дегтя в бочке меда. То есть один человек может подорвать репутацию целых больших государственных органов. В этом случае речь идет о полиции. Ну и вообще, если говорить о кадровой политике, да? Нет, қараңыз, если ол екі рет барып, екі рет видеоға түспеген қаншама, значит, это привычка у него не платить. Конечно. Как образ жизни. Потому что безнаказанность. Потому что он работает в полиции. Возможно, потому что он работает в полиции. Во-вторых, возможно, потому что однажды его не наказали, и он не сделал из этого вывода. Он пошел дальше продолжать этим заниматься. Нет, вообще, допустим, для полицейского, я не знаю, насколько достоверно, что он действительно работал полицейским, это вообще неприемлемые факты. Мысалы, Ерлан, сен көшеде полицияны көрсең, қандай сезімде боласың? Мені қорғайды, или сөйтеді, или нейтральный, или қалай? Вообще, у нас же карательно все. Қазір бәріміз қорғамыз ғой. Полицияны көрсек, шошимыз ғой, қазір штрафовать етеді, или еще что-то. В Европе наоборот, да? Это помощь, это безопасность. Идеология. Да. Идеологию, которую несут как представители органы власти. До определенного времени, полиция выполняла функции больше карательного характера. Сейчас общество меняется, и потребности, требования общества к полиции тоже должно меняться. Но вот этот конкретный случай, это мы имеем дело просто с человеком, который способен совершать определенные преступления.
малые, большие, небольшие, не имеет значения, сам факт. Потому что уровень правосознания у человека как такового должно быть о том, что он не имеет права там кого-то обмануть, тем более ограбить, да, присвоить чужое, да, как собственное, а тем более облеченный властью. Сіздің айтқыңыз келіп отырғаны, ол адам жаман, бірақ полицияның бәрі жаман емес. Нет, я так не говорю. Я говорю, что в каждом, везде может быть такое. Но полиция, это, как правило, да, вот мы на полицию именно большей частью так обращаем внимание. Почему? Потому что мы ожидаем, что полиция нас защищает. Полиция обеспечивает правопорядок. А тут человек, который призван обеспечить правопорядок, он, наоборот, сам совершает какие-то правонарушения. Вот қараңыз енді. Но вы хотите сказать, что вся полиция такая, про всю вот полицию смотрите, мы вся так не полиция можем. такая дегенге, неге біз олай деп айтамыз, вся полиция такая деген. Полицияға кім барады? Полицияда істейтін танысым бар ма? Я бар. Иә, мен полицияда істейтін таныстарым. Вот они Олар какие? 9-шы класстайын шығып кеткен оқудан. Содан кейін 10-11-де типа экстерн қылып аттестатын алады. Если армияға барса барады, бармаса первоначалка деген болады милицейский. То ли 6 ай, то ли 8 ай. То есть они уже с молодого возраста шли на какие-то манипуляции, чтобы получить то образование, которое на самом деле они не обучались, да? Вот смотрите, енді заңды білмейтін адам, заңды оқымаған адам, ну просто жай образование алмаған адам. Қазір мысалға сізді тоқтатып ұстаса, сіз заң сұрасаңызда жаттап алған нелер болмаса, ана уголовный кодексті Кадровая политика как таковая, она провалена. Здесь вот, ну, как нужно сказать. Потому что, допустим, вот участковыми инспекторами, как правило, идут кто работать? Выпускники педагогических вузов, аграрных университетов, не специализированные, то есть не те лица, которые закончили, скажем, юридический факультет или юридический институт. Я считаю, что вот в свое время, ну вот, допустим, я училась в Советском Союзе, да, в 1984 году, закончила когда школу, я мечтала быть милиционером с 6 класса. Так вот, чтобы попасть в милицию в те времена, нужно было иметь, значит, выслугу лет в армии, то есть ты должен был быть, отслужить в армии, либо у тебя должен был быть стаж 2 года в народном хозяйстве. Для этого я поступила на работу и работала. Потом, когда 2 года... Но параллельно с тем, что я работала в педагогическом университете, в Петропавловске тогда было, я одновременно пошла по линии внештатных участковых инспекторов в опорный пункт. Понимаете? И тогда я таким образом нарабатывала свой профессиональный опыт как будущего милиционера, да, ну сейчас полиции говорят, по линии участковых инспекторов. А уже где-то 2 года спустя меня взяли на работу у УВД области. И уже после УВД области мне дали направление, и я поступила в юридический факультет КАЗГУ юрфак, да, в 98 году. То есть тогда подготовка специализированной прям кадров для милиции прям планомерно велась. И то есть в советские времена, прежде чем взять на работу человека вот именно в милицию, у него вот должен был быть определенный бэкграунд. Либо это армия, это значит и дисциплина там, да, и понимание, и, как скажем, уже мировоззрение какое-то сформированное. Сейчас дефицита кадров нету в подготовке, да, все вузы выпускают. Значит, на работу, значит, само Министерство внутренних дел должно изменить свою собственную кадровую политику. Они должны брать на работу людей, которые имеют юридическое базовое образование. Причем, я подчеркиваю, базовое юридическое образование, не второе высшее образование, не заочное там какое-то. Почему? Потому что когда пошла мода на юристов, все стали на всякий случай брать, заканчивать якобы юридический факультет и брать диплом юриста. На тот случай, вот сейчас вот посмотрите даже по депутатам. Да. У многих из них окажется, что у них есть какое-то базовое образование, плюс второе образование юридическое. Потому что тенденция такая пошла. Так вот, а сегодня в связи с тем, что кадрового дефицита нет, значит, мое мнение, да, Министерству внутренних дел нужно полностью менять политику формирования кадров именно по линии участковых инспекторов, по линии по работе с несовершеннолетними, ювенальная юстиция. Да? Почему? Потому что не может учитель, выпускник педагогического университета, у которого нет представления, что такое состав преступления, бороться с преступностью малолетней. Понимаете, в чем дело? Вот мен бір қызық айтайын. Осы былтыр қыста
Семейден Астанаға ұшуым керек болды. Семейдің әуежайының алдында тұрып, темекі шектім да мен кәдім. Орнына таппадым. Сосын қарға тастадым, аяғымен көм қойдым. Ішке кірген кезде мен сол жерде участковый инспектор, линейный полицейский мені ұстап алды, камерадан көріп отыр. Мен кінәмді мойындадым. Сосын кейін кабинетіне барады да, маған айтады да, мен саған қазір акт толтырып, протокол толтырамын. Сол бойынша штраф төлейсіз. Жақсы, төлейін, толтырыңыз. Может, толтырмай-ақ қоямыз. Может, сен келесі жолы қайталамайтын шығарсың. Намекает на взятку. Сосын мен тұрып ағым, жоқ, давай. Сосын анау келді, деді да, қағаз алды да, толтыра бастады менің заявлением ең атымнан. Начальнику линейной полиции господину такого полковнику деп жазады. Я говорю, не полковник деп жазылады. И каждый сөз қате, ол линейный полиция инспектор. Просто протокол толтыра алмайды да ана жерде отырған кезде. Сосын аяғында ана жерде тұрған образец та келіп толтыра бастады. Мен айтам, сенің ана бір мынауыңның өзі қате. А его кто-то там принимает же, оның жазған протокол. Значит, ол не только низкий уровень, да, сауатсыздық, білімсіздік, өзінің кәсіби неквалифицированность, еще средний, еще выше. Раз через все этапы до этого полковник деп жазылғанмен принималось, значит, бұл жалпы жүйеде болып тұр ғой. Соған келген кезде, егер ол өзінің жаңағындай безнаказанностьтың білетін болса, сауатсыз болса да жұмыс істейтін болатын болса, заңды білмесе де ол жаңа қылмысты істейтін болса, значит, ол ертең барады төбесінен бір қойып, не только гүл машинасын алып кетеді, басқасын алып кетеді. Это же причинно-следственная связь. Понимаете, человек необразованный, у него, соответственно, нету и сформированного мировоззрения, у него нету не только правовых знаний, у него нету элементарной грамотности, да, поэтому он так себя ведет. Грузия, да. Ну, вообще, Саакашвили же поменял, что ли? Он в день почти всю полицию уволил, всех. Чистка нужна. Чистку сделали, всех коррупционеров убрали, у них вроде доходило до 85%. А вот как они узнали, что он коррупционер или нет? Всех убрали или только коррупционеров? Их всех убрали. Оставили, кажется, 1% всего. А по какому принципу отбирали? По никакому принципу. Их просто 100% уволили и сказали, хотите работать, обратно проходите вот этот процедуру устройства на работу. Там и физические данные, и стрельба, и знание закона, и это. Тогда 90% не прошли. Когда без взяток чистый отбор был. То есть вот сейчас должна быть вот где-то такая же проведена кадровая чистка. Да. То есть всех вывести за вот смотрите, енді совет үкіметі кезінде бізде де тура сондай болды. Милиция десе адамдар қуанатын. Милиция деп всегда көмекке шақыратын. Милиция ол сені ұстап алып, бір не істейтін ғана, заң түсіндіретін ғана емес, ол саған жолда көрсететін, ол саған жүгіңді де көтеріп көмектесетін. Милиция всегда помогает. Ну это вот советское время же, типа. Вот сол, где у нас пошло не так. Сразу пошло не так, как только произошел развал. Потому что легкие дипломы стали, легко стали поступать, грантовое грантовое обучение, как раз оно нивелировало образование как таковое в целом. Вы посмотрите, вот там, я не знаю, с 2000-го, наверное, даже возьмем года, да, стали повально появляться какие-то частные университеты с юридическим содержанием. Кто у них преподавал? Я знаю один университет, который в год выпускает что-то до 3000 выпускников, и у них есть там якобы самый большой факультет, это юридический. Я посмотрела на сайте, кто у них преподает, у них там числятся профессорами люди, которые живут в Алмате, а вуз находится в периферии, здесь недалеко.
Спрашивается, каким образом, я не верю, что человек, который учен остепененный, проживающий в Алмате, каждый день ведет занятия в периферии, ему только на самолет перелет сколько времени займет. Значит, это говорит о том, что это формально нам сделали набор ППС, для того, чтобы он соответствовал требованиям Министерства образования, да, чтобы получить лицензию. А все остальное, кто ведет занятия, в итоге качественное образование никто не В итоге этот обеспечивает. профессор И мы тоже в имеем доле, студентов. получается? Ну, естественно, потому что он хотя бы номинальную заработную плату, скорее всего, получает, но знания он никакие не дает. А зато мы на выходе имеем вот из этих 3000 какое-то количество, это юристы, вернее, люди, у которых есть юридический диплом. Но И они нет идут завтра, образования. В конечно. каждом городе Вот есть знаете- такой колледж или И они- университет. Вот, Вот мы в 2000-х годах начинали учиться, и у нас вот бум пошел вот этих вот бесплатных грантов. Я сам юрист, но второе образование, я не могу быть полицейским, к сожалению. К сожалению или к счастью. Нет, сейчас еще допустимо, но я говорю в целом, что так не должно быть. Все-таки с базовым юридическим образованием нужно брать. Было Потому бы что лучше, да. элементарно, да, вот есть понятие состав преступления, это То есть- базовые то есть знания. енді Да. битер- Если человек, я извиняюсь сейчас, если работник правоохранительной системы не может сказать, что такое состав преступления, да, значит, он уже не юрист. Понимаете? А этому не обучают ни в аграрном университете, этому не обучают в педагогических университетах, но при этом и выпускников аграрных университетов или там педагогических или других университетов им говорят, вот тебе протокол, иди заполняй. А он не знает, как это делается, он не проходил, его этому никто не обучал. Я уже не говорю про содержание грамотности. Правильно же? Соответственно, он не может, даже человек, если обращается к нему за помощью, он не может квалифицированно оценить ситуацию и сказать, да, было совершено какое-то правонарушение или нет, да, или он не может оказать помощь, там, скажем, они обращаются, скажут, вот у нас вот такая ситуация, помогите. И он что начинает делать? Он начинает либо произвол производит, да, либо людям говорит, что там ничего такого нету, идите домой. А, возможно, тем самым в этот момент было упущено время на раскрытие какого-то совершенного преступления. Или вот в этом случае, скорее всего, у него нету даже представления о том, что такое право, поэтому он приходит, и это, ну, откровенно говоря, это грабеж же, да, пришел, взял цветы, не заплатил и ушел. Еще Уже ударил. мы не говорим про то, что это хулиганство, да, но то есть, если бы пришел юрист... Здесь уже несколько статей. Конечно, да, и превышение служебных там полномочий, там, да, и там хулиганские действия, там, и грабеж, может быть, и еще что-то, еще что-то. Но это целый такой шлейф он за собой несет, ведет последствия. Кто должен давать этому оценку? И вот когда, если вы сейчас вы говорите о том, что оказалось, что за 5 дней до этого инцидента он якобы был уволен, это говорит за 5 о том, дней что... или, в общем, до неважно, инцидента. До, Да, неважно. до инцидента. Вместо того, чтобы принять к нему адекватные меры, то есть привлечь к уголовной ответственности или там по административному правонарушению, они его освободили и дальше от ответственности, понимаешь? Да. И не факт, что он дальше ничего делать не будет. Это говорит о том, что очень слабая кадровая политика у самого Министерства внутренних дел, то есть там, где он работал, потому что они должны были сказать, вот если у нас вот такой, он нас позорит, он совершил то, 5, 10, и уволить его, привлечь к соответствующей ответственности. Тогда другим сотрудникам из этих же подразделений, из вообще других подразделений будет уже уроком, что так нельзя делать. А так у них всегда есть возможность уволиться задним числом. Да. Мы же таким образом, получается, сама Да. полиция Бұл жерде своих енді- сотрудников уводит от ответственности. Ол, мне кажется, не сколько, чтобы она участковыйға жаны ашып жасап просто, отырған чтобы жоқ, репутацию чтобы якобы сохранить, өзінің да. сол жерде отырған начальник Да. ДВД, УВД өзінің шкурный интерес үшін его задним уволят. Но это же, как скажем, это дешевый такой трюк. Да. Потому Оны что бәрі біледі. сейчас все Қазір равно, қоғам басқа. да, сейчас люди же все равно все Есть такая прекрасно фишка, в понимают. основном так и Енді давайте біз көп созбайық. Не істеу керек деген сұрақ туындайды. Реформу, Что теперь делать? реформу МВД полностью кадровую политику. Ну, у нужно нас менять. реформа была с милиции в полицию переименовали. Нет, и это так не далее. была реформа. Дело в том, что там просто наименование изменили. Вот сегодня, вообще, из чего состоит кадровая политика Министерства внутренних дел? Вы знаете об этом? Вот вы знаете, Алмаз? Нет. Нет, а вы знаете, Ерлан? Не знаю. Нет, я тоже не знаю. Понимаете, в чем дело? Тогда у нас же открыты же вопросы, а кого берут на работу в полицию? По какому принципу отбирают их в полицию?
Да. Да? Если, допустим, на государственной службе есть хотя бы там, скажем, система конкурсного отбора административных государственных служащих, да, для политических знания нету, да. законов, Конечно, базовые знания законов, там, да, Конституции. сдача квалификационных тестов и прочее, там есть еще тесты психологического, там, психометрического, да, оценки. Что происходит в полиции? В полиции заранее, когда им говорят, у вас будет аттестация, они заранее договариваются о том, что они эту аттестацию разведут. Значит, это просто исходит... Здесь нужно только одно политическое решение. Да, мы готовы менять качественное состояние полиции. Если такое решение будет принято на политическом уровне, то перемены будут как в Грузии. А если на это никто не решится, то мы будем иметь то, что мы имеем. Сен ойынша не істеу керек? Менің ойымша, вообще көп қой ондай случайлар. Каждый день, наверное, происходят такие случаи. Вот этот именно случай чем отличается? Он нарвался не на тех. Вот в Романтик это большой такой цветочный этот же. Во всех городах Казахстана есть здания. И он нарвался именно не на тех. И хорошо, что у нас есть социальные сети. Большой хороший инструмент, который показали это. Да, потом только появилась вот эта вот кафешка, которая с Туркестана. Хотя они до этого был случай, а может быть еще какие-то случаи были безнаказанные. Скорее всего, еще были какие-то случаи. Возможно, и на бытовом уровне были случаи. И получается, нету других рычагов, кроме социальных сетей у нас сейчас в данный момент. Только вся надежда на социальные сети получается. Вот понимаете, да, у нас сейчас, как скажем, это как перевернутые зеркала, да? Вместо того, чтобы надеяться на правоохранительную систему, мы надеемся на социальные сети. Да. Это то, что мы заслужили? Это, я думаю, что то, что мы заслужили. Потому что без уақытқа дейін полициядан жаңа айттық қой, бұл не единичный случай деп. Только Романтик қана шығарып отыр. Ал оғанға дейін каждый одан зәбір көрген, каждый ол затын алып кеткен, бесплатно тамағын ішіп кеткен, бесплатно что-то забирал. Они же молчали. За такое молчание они получают... Но здесь не только они... Они за молчание того, что біз көріп отырған нәрсемізді айтпағанымыз үшін біз... Так, знаешь, там есть еще такой нюанс. Они могут говорить, а реакции никакой обратной не было от тех же правоохранительных органов. Значит, руководство самих правоохранительных органов в первую очередь должны начать бороться в собственных рядах. Вот поэтому Ерланның айтып отырған сол ғой, остается надеяться на соцсети, потому что қарға қарған көзін шықмайды дейді. Егер полицияның үстінен арыз жазсаң, мен прям олар не істейді деп ойламаймын. Олар тіпті жасырып. Талай случай болды ғой, полицейский машина. А мы можем поставить вопрос, что Министерство внутренних дел должно сформировать новую идеологию, именно формирование кадровой политики. Можете камера қараңызда күштілеп, можете прямо обращение жасауға. Бізде сол еркін формат. Я думаю, что вот по-другому должен быть запрос общества, да, на это. И мы сегодня, как общество, понимаем, что, учитывая, что у нас большое количество людей, которые уже имеют юридическое образование, уже можем говорить о том, что МВД должно прекратить людей без базового юридического образования. Потому что таким образом мы хотя бы обеспечим минимальные стандарты соблюдения законности в Казахстане, да, и, соответственно, обеспечение защиты прав и интересов граждан. Все. Это хотя бы как минимальный стандарт. Все остальное, это, конечно, там можно будет дальше говорить, вот смотрите, предлагать. Мы можем всегда винить МВД, да? Мы можем всегда винить образование за то, что они гранты выдавали, это все было, не обучали правильно. Ну вообще изначально, если так вглубь посмотреть, мы же сами даем взятки. Ну я не даю взяток. Нет, это все начинается там с мелочей таких вот, например, даже в детстве там какие-то мелкие там взятки. Все к этому ведет. Например, ты учишься к этому, видишь, что все, если ты не дашь, кто-то другой даст. Все несет к этому. Ну и потом в конце все мы начинаем. Это все системные проблемы прям или просто еще что-то. Печаль. Ол менің ойымша ондайдың мелкий большой коррупцияның үлкен кішісі болмайды ғой. Одан құтылудың сол жалғыз жолы бізде барлық уровеньда сайлау болу керек. Честный сайлау, не такой, как у нас, а честный сайлау болса, ол егер мысалға судья, сайланып келген судья болса, ол не назначается. Ол басқаша көзқараспен қарайды.
Не сразу, но ақырын уақыт өте Хорошо, что с этим теперь человеком, который был участковым и еще... жоқ енді ол қазір оны бір то ли 14 күнге ма қамап қойған. То есть его все-таки привлекли к Да, ответственности? ну хулиганство, что-то я статью не знаю, но 14 күнге қамап қойған. Но здесь же тоже грабеж. Да. Это оны хулиганство деп 14 күнге не істейді. Ол Ну, только грабеж. за то, что он там, видимо, нанес какие-то удары человеку. Да, ол удар нанес человеку. Сосын ол присвоил чужие имущества. Да. Там мен юрист емеспін, но мне кажется, что это несколько статей. Конечно. Явно 14 күннен көп. Ну, и я бы здесь еще бы добавила, что ответственность все равно его руководителю должна была быть поставлена. Но Потому здесь, что так не может быть, раз я уволил человека, я ни за что не Вот отвечаю. полностью согласен с Забаевной. Вот смотрите, не только он виноват в этом всем. Ну, государство тоже виновато же. Бесплатно ему дало грант, он обучился, он Ну, даже стал если таким. и платный, просто Да, даже платно. не дали ему... Потихоньку там какую-то переквалификацию он не прошел или еще что-то. И вот это вот шло все к этому. И теперь буллинг начался на него. Все в социальных сетях его хаят. Сейчас что делает государство? Его уволит, он останется без работы, он там его посадят на 14 дней. Еще хуже, сейчас теперь получается, он человек вообще Но- без работы и Но он без вернется и будет должности, работать. Не без волнуйтесь, ничего. Ирланд. А где? Кто его теперь возьмет? на работу? Возьму. Вот его точно возьмут на работу. На охрану, да? Ну, не обязательно. Другие подразделения могут взять. Потому что, понимаешь, это же только внешняя видимость, это под натиском социальных сетей они вынуждены были принять к нему какие-то меры. И поэтому они сказали, что задним числом он был уволен. То есть мы расценим как задним числом. Понимаешь? Если бы они хотели реально бороться с подобными фактами в рядах вот, правоохранительной системы, то бы они приняли бы реальные меры реагирования Yeah. на него. Сонымен қорытындылайық, менің түсінгенім бойынша былай да бұндай рэкет деп айтамыз ба, рэкет полиция қатарында бар ондай адамдар, иә, өзінің қызметтік жағдайын пайдаланып, асыра пайдаланып, әлгі тегін тамақ ішіп кететін, тағы істейтін қызмет рэкетпен айналысатын полициялар бар, иә, форумында. Ну, бар. Біз конечно. естиміз, иә. Екіншіден олар ішін тазалауға қазір ішкі істер министрі құлықсыз. Хотя могут. Иә. Енді 14 күн деген ешқандай наказание емес қой, ана қарап Так, отырсаңыз. для обычного гражданина, который совершил какой-то проступок. Сонда біздегі және бүгінгі әңгімемізде шығатын қорытынды бізге ішкі істер министрлігіне толығымен реформа жасау керек. Давно уже пора. Иә. Соны неге жасамасқа, құрметті министрліктегілер? Жасайық енді, жасау керек. Сіздер бізге подписаться деген басып қойыңыздар, колокольчик басып қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, және қызықты тақырыптарыңыз болса комментке қалдырып кетіңіздер. Біз соны да күшті қылып осы жерде талдауға дайынбыз. Неге соны жасамасқа? Неге жасамасқа? Соны жасамасқа, неге жасамасқа? Соны жасау керек.